Понижение температуры воздуха ниже 50 градусов мороза – нередкое явление для Якутии. Поэтому, несмотря на то, что спецтехника не предназначена для эксплуатации при температуре ниже 35 градусов, бойцы регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов всегда готовы к работе в таких сложных условиях. Стараемся максимально подготовить технику к зимнему периоду. Начинаем, конечно же, с горюче-смазочных материалов, то есть используем там максимально дорогие горюче-смазочные материалы, которые можно эксплуатировать при низких температурах, критических низких, минус 40, минус 50, минус 60. Также и комплектующие по РВД тоже стараемся материал, чтобы был качественный. Стараемся максимально эту гидравлическую систему всю утеплить. Несмотря на всю подготовку, техника не выдерживает крепких морозов. Чаще всего выходят из строя пневматическая и гидравлическая системы. Рвутся шланги, не выдерживает даже металл. Строительный мусор часто кидают в баки, и из-за этого баки невозможно поднять. В основном шланги не выдерживают, машины лопаются. А так, в принципе, то, что морозы, из-за этого поломки случаются, и приходится возвращаться в гараж, потом поздно выходить из-за этого, чтобы санточки убрать. При поломке мусоровоз снимают с линии и возвращают в гараж. Там за него берутся опытные слесари, автоэлектрики, сварщики и токари. В морозы ремонт идет круглосуточно. Кроме того, для облегчения работы грузчиков в ремонтном цехе изготавливают вспомогательные средства. Поскольку контейнеры в Якутске не имеют колес, а мусоровоз с задней загрузкой не может подъехать вплотную к контейнерам, сотрудники придумали вот такую тележку для того, чтобы подкатить и легко забрать контейнер. Существенно усложняют задачу жильцы домов, которые выкидывают в мусорные баки строительный мусор. По словам сотрудников, там встречаются даже холодильники. А ведь грузоподъемность манипулятора 400 килограммов. И это с учетом веса контейнера. Кроме того, ребята убирают и мусор, лежащий около баков. Но и к этому они тоже относятся с рабочим профессионализмом. Справляемся, что делать? Кто-то же должен работать. Каждый день с 6 утра и до 23 часов вечера сотрудники регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов стоят на страже городской чистоты. Благодаря слаженной работе каждого члена дружной команды работа не прекращается ни летом, ни даже самой холодной зимой. Мария Кардашевская, Григорий Хлопков, Якутск.